Рорчами Хириял Аварал. Сегодня ни для кого из вас не секрет, какие глобальные изменения происходят сегодня на нашей планете. Этот мир, к которому мы так привыкли, стремительно рушится прямо на наших глазах. И лишь не для многих, в основном грамотных и далеко не глупых людей становится понятно, к чему нас готовят. Время очень непростое. А для некоторых сравнительно небольших по численности народов, это время поистине может стать серьезным испытанием. По оценкам Института глобальных исследований, к концу 2050 года большая часть народов, в основном те, которые не достигли численности населения в 10 миллионов, должны будут попросту исчезнуть, растворившись в более крупных народах, которые уже имеют свои более-менее крупные государства. Я пошутил. Или нет? Для многих адекватных представителей аварского народа сегодня уже совершенно очевидно, что один из крупнейших народов России и самый крупный этнос в Дагестане не имеет никакого влияния и никакой силы ни в республике, ни за ее пределами. Ни административной, ни финансовой, ни экономической. Мы становимся свидетелями полного политического кризиса нашего аварского народа. И самой главной причиной этого кризиса является тот факт, что на сегодняшний день настоящих и истинных, генетически чистых аварцев, как выясняется, почти не осталось. Не сохранились те аварцы, которые имели древнюю историю государственности со времен VI веков, образовавших тогда еще самое могущественное государство на территории современного Кавказа, царство Сарир. Ни рода, ни племени, конечно, они будут портить тысячи лет. Да, к сожалению, сегодня уже почти не осталось потомков тех аварцев, которые когда-то давали отпор различным завоевателям Кавказа в виде арабского халифата в IX веке, Золотой Орды в XIII веке или Персидской империи в XVIII веке. Еще тогда во всех этих противостояниях за защиту родной кавказской земли от иноземцев почти наполовину была истреблена самая древняя и потому самая основная аварская гаплогруппа R1, A1, R1b. Таким образом, жертвенность, непоколебимый дух наших славных предков, их отчаянное мужество, где и когда это было необходимо, лишь одним этим они в свое время отстаивали тогда целостность всего Дагестана, хоть и большой ценой. Сегодня, в представителях современных аварцев, мы можем видеть лишь небольшое количество потомков тех древних наших предков. И одно то, что непрерывная власть аварской монархии во главе с верховными правителями-нуцалами на Кавказе длилась более 15 веков, о многом говорит. Одним из ярких и последних представителей аварской нуцальской правящей линии был нуцал Уммахан Великий. Через 15 лет после его смерти, в начале XIX века на Кавказ пришла Российская империя и начала дальше косить лучших сыновей аварского народа. Когда весь остальной Кавказ не в силах уже был противостоять пришельцам, знамя борьбы за веру и независимость опять подняли аварцы. Опять были истреблены лучшие из лучших сыновей аварского народа. Противостояние стало нарастать в 30-е годы с началом Газавата, или Священной войны, которую мусульмане объявили русским как неверным. Лидером Газавата стал имам Шамиль, который при поддержке Британской и Османской империй избрал тактику партизанской войны и смог подчинить себе большую часть северо-восточного Кавказа. Не сочтите, уважаемые друзья, эти констатации всем вам известных исторических фактов за хвастовство и восхваление аварского народа, нет. Напротив, это попытки объяснить вам причинно-следственную связь сегодняшнего позорного положения аварского народа. 30-летняя Кавказская война под предводительством 3 аварских имамов сложила на полях войны весь цвет аварского народа, а также и других дагестанских народов. Потом было восстание 1877 года и попытка 4-го имама Мухаммад Хаджи свергнуть насилие царской власти.
Вновь через третье сито пропустила репрессивная машина и опять уничтожила лучших представителей аварского народа, публичные повешения и расстрелы. Через нескольких десятилетий волна революции, и новые власти вновь втянули аварцев на очередное кровопролитие. Вновь знамя ислама подняли потомки недобитых репрессиями и войнами прошлого столетия, лучшие сыны аварского народа, настоящие уздени, образованнейшие люди и воины, такие как Узун-Хаджи Салтинский и Нажмудин Гацинский. Они попытались основать конфедерацию горских народов Кавказа, так называемую Горскую республику. И это была третья попытка истории государственности от аварского народа. Но с другой стороны, против тех аварцев, сторонников построения конфедерации кавказских народов на основе шариата, также воевали преимущественно аварцы, такие как Махач Дахадаев, Муслим Атаев и другие. А это были люди с другим мировоззрением, одурманенные коммунистической идеей классового равенства. Снова рекой текла аварская кровь, уничтожался преимущественно лучший генофонд нашего народа – уздени. Далее те, кто остался в живых, попали под маховик репрессий 1937 года. Новая коммунистическая власть на политическую арену в Дагестане привела представителей потомков низших сословий, передав им всю полноту власти на местах. Как поется в любимой песне красных террористов, кто был никем, тот станет всем. Вставай, проклятица плененный, весь мир голодных и рабов. Теперь наш разум возмущенный, и светлый бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим, а был ничем, тот станет всем. Вот и получилось, что дорвавшиеся до власти вчерашние голодные рабы стали до основания рушить, как им казалось, мир насилия господ. И это у них вполне себе неплохо получалось. Ведь, как говорится, ломать, не строить. Если учесть, что больше половины чистых узданских и нуцальских родов были перебиты в различных противостояниях, то их место легко занимали представители этих самых низших сословий, смешиваясь с чистым аварским населением, так как коммунистический режим всячески способствовал такому замещению антипролетарского элемента, которую олицетворяло зажиточные крестьяне и дворянское сословие в Новой России, где все имущество, награбленное у беков и узданов, роздали вчерашним крепостным, когда-то сотни лет тому назад завезенных в Аваристан воинами-аварцами из различных завоевательных походов, в качестве военных трофеев из территории современных Азербайджана и Грузии. Эти потомки аварских рабов, пользуясь случаем, взяли тогда реванш, прислуживая новой власти. Доносы, клеветничество, репрессии. За один только октябрь 1937 года было убито 600 представителей аварской интеллигенции и ученых. Около 1200 человек были репрессированы с участием доносчиков. Вам это ничего не напоминает сегодня? Из них тогда сделали партийную номенклатуру, и сегодня это повторяется, но это дело уже продолжают их потомки. И есть такое переживание, что они не успокоятся, пока не перемешают последнего более или менее генетически чистого аварца в себе. Похоже, таков их план, и это, видать, их месть за те столетия эксплуатации и угнетения их в свое время аварцами. Мало того, что аварские уздани и беки не разрешали этим холопам заселяться в свои родовые поселения, им можно было только селиться на окраине своих поселков или же чуть подальше, то детям узданов и детям из низших сословий нельзя было играть вместе, не говоря уже о том, что категорически запрещались совместные браки между ними, о которых эти холопы все время мечтали. Так вот, новая коммунистическая власть теперь предоставила им эту возможность. И теперь уже появляется новая, в кавычках,
аварское сословие, но уже теперь с более рабским мышлением, без совести, без чести и достоинства, без ревности к соблюдению горских традиций, горского этикета. Но с любовью ко всему не аварскому, горскому, кавказскому. С любовью ко всему арабскому, персидскому, азиатскому. Вы просто присмотритесь к этим людям хорошенько, и вы увидите, что в их внешности нет ничего не только аварского или дагестанского, но и вообще кавказского. Они больше похожи на каких-то представителей Средней Азии или арабского мира. Очень большое сходство с таджиком, иранцами и магрибскими цыганами, курдами, армянами и арабами. Они и сегодня продолжают ту гнусную работу против собственного народа. Мягко говоря, они даже скорее всего не считают себя аварским народом. Ведь они знают о своем неаварском происхождении. Когда почти полностью, в ненужных войнах с исламским окрасом, навязанными нам аварцам, как раз теми же соседними народами, от которых и происходит родословная этих потомков рабов, эти же вчерашние аварские рабы с началом провозглашения коммунизма начали диктовать оставшемуся в меньшинстве, чистокровному аварскому обществу, как и что делать. Их же в свою очередь всюду и везде стало в большинстве. Они выжили настоящих горцев, узданий, людей нуцальских, царских кровей, потомков воинов и ученых аварского народа. Они приватизировали славную историю героического, древнего аварского народа, как могли ее исказили, и начали из себя изображать потомков тех героев. Мы видим их сущность и повадки рабов, какое бы положение они ни занимали, их желание присмыкаться, и всюду угождать выдает их. Они фальсифицируют историю, выдают себя за потомков славных предков, являясь доносчиками на лучших людей собственного народа. В их руках власть и медиа-империя, которые промывают мозги людям и обманывают путем пропаганды, параллельно высасывая из карманов аварцев последние копейки. Они не аварцы и не дагестанцы. Какой настоящий, генетически чистый аварец будет убивать людей ради должностей и мирских благ? Настоящие аварцы и коренные дагестанцы, не перемешанные рабами, это духовная нация с внутренним моральным кодексом чести. Какой настоящий аварец, как раб, будет целовать руку себе подобного человека? Это не характерно горцам, людям чести, и просьба к другим нациям не принимать эти повадки рабов как традицию аварского народа. Ведь даже на родине ислама в арабском мире, у исламских шейхов, целование рук всячески порицается. Это мир рабов, а не аварцев. Подводя к итогу, можно с уверенностью сказать следующее. После многочисленных войн, репрессий, кровавого маховика колеса истории, со времен VIII века, и нашествия арабов, убиты лучшие сыны аварского народа, достойные горцы с чувством духа, долга, чести и достоинства, но сегодня остались рабы и потомки рабов, которые выступают от имени аварского народа и позорят славную историю древнего, мужественного аварского народа. Если вы видите отдельных ярких аварцев, будь они среди политиков, прославленных спортсменов, ученых-академиков, общественных деятелей и просто людей, которые не прогнулись перед несправедливостью, они и есть настоящие, генетически чистые аварцы. Если стоят на стороне насилия против слабых, знайте, это стадо к настоящему генетически чистому аварскому народу не имеет никакого отношения. В заключении этого видео мы покажем вам несколько типажей внешности, чтобы вы понимали, как можно определить генетически более-менее чистого аварца и потомка тех древних авар. Понятно, что сейчас уже почти не осталось ни одного узданского рода, кто бы так или иначе остался чист на 100%. Но малый процент погрешности большую негативную роль не играет.